Выставка достижений народного хозяйства Коми прошла в минувшую субботу в Сыктывкаре. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, выставка «Достояние Севера» в 22-м вновь открыла свои двери для всех желающих. Как и в прошлые годы, были представлены десятки предприятий республики и абсолютно все муниципалитеты. Сосногорье мое, Сосногорье, как не петь о твоей красоте, о твоем белоснежном раздолье и о нашей заветной мечте. Сосногорск – постоянный участник выставки. Каждый раз наш муниципалитет представал перед посетителями по-новому, раскрывая все свое многообразие и уникальность. Это и событийный туризм, и промышленный потенциал, и многонациональная культура. В этом году Сосногорск акцентировал внимание на своем логистическом преимуществе и выгодном географическом положении для развития бизнеса. Наш район является мало того, что географическим центром республики, также он является центром развитой транспортной инфраструктуры, то есть обладает удобным транспортно-географическим положением. В этом году в основе концепции нашей экспозиции деятельность малого бизнеса. Наши предприниматели участвуют уже как молодые, так и уже зарекомендовавшие себя, твердо стоящие на ногах. Сосногорский стенд в этом году был гастрономическим. Здесь томаты местного тепличного комплекса, а также хлебобулочные изделия, сыры и продукция из полуфабрикатов. Их производят местные предприниматели. Продукция реализуется не только на территории района, но и, что немаловажно, далеко за его пределами. В качестве примера успешно развивающегося бизнеса местная компания «Сосногорье». Сегодня мы, наверное, с килограмма пельменей достигли того, что мы выезжаем сегодня в районы Сыктывкар, Усть-Кулом, Усть-Ильма, Ижма. Наш район, если есть у кого-то желание, возможности приехать, вы сделали свое производство, вы можете отправлять свою продукцию как на север, потому что это опять же Печора, это Устинск, это Нарьян-Мар, а также дальше в центр нашей России. Представили свои стенды и градообразующие предприятия района. Сегодня Сосногорский регион Северной железной дороги – это мощная структура, которая слаженно работает не только на благо Коми, но и всей страны. Только с начала этого года было перевезено более 7 миллионов тонн груза, а пассажиропоток увеличился на 400 тысяч по сравнению с прошлым годом. На экспозиции Сосногорского газоперерабатывающего завода можно было ознакомиться с богатой историей становления предприятия. Здесь и образцы продукции, и табличка 1935 года с месторождения, которое дало жизнь предприятию. А также ряд других экспонатов, в числе которых средства индивидуальной защиты и технологии виртуальной реальности. Заводу 80 лет. Его история неразрывно связана и с жизнью республики, и с жизнью района, и с жизнью города. Так что мы просто обязаны были участвовать в этом мероприятии. Мы очень активно занимаемся разработкой тренажеров для обучения персонала. Это очень важно в наше время. И используем современные технологии. Здесь представлен VR-тренажер рабочего места аппаратчика получения термического техуглерода. Очень приятно, что наши градообразующие предприятия тоже участвуют в этой выставке, где могут показать свои новинки. Мне очень понравился шлем виртуальной реальности. Это помогает работникам быстрее и более полно обучаться их ремеслу. Мы всегда рады нашему прекрасному социальному партнеру и готовы на сотрудничество. Выставка достижений народного хозяйства – это отличная возможность как предприятиям, так и муниципалитетам заявить о себе. Рассказать о своей истории, показать настоящее и построить взаимовыгодные отношения на будущее. Хочу отметить, что Сосногорск является географическим и логистическим центром Республики Коми, что дает широкому кругу инвесторов возможности привлечения средств в нашу республику. Ждем всех с удовольствием для развития бизнеса и промышленности Сосногорского района. Из Сыктывкара Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске прошло августовское педагогическое совещание. Мероприятие собрало руководителей и сотрудников детских садов, школ и организаций дополнительного образования всего Сосногорского района. Конференция открылась торжественной церемонией. Ученики кадетской школы вынесли флаги России и Республики Коми, после чего прозвучали государственные и региональные гимны. По указу президента с нового учебного года так будет начинаться каждая неделя во всех образовательных учреждениях.
Педагогов приветствовал глава муниципалитета Сергей Дегтяренко. Я всегда говорил и буду говорить, что дети – наше будущее. И если не главную, то одну из главных ролей воспитания нашего подрастающего поколения как раз вносите вы, педагоги, которые воспитываете их для развития, для блага нашей страны. Я думаю, что все они по окончании учебных заведений, я очень надеюсь, что вернутся на свою родную землю и будут работать на благо нашей Родины. Сергей Дегтяренко вручил руководителям образовательных учреждений благодарственные письма. Хорошая новость для педагогов прозвучала в видеообращении министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Бюрократическая нагрузка на них будет значительно облегчена. С 1 сентября перечень бумаг, которые должен заполнять учитель, будет строго ограничен. Кроме того, уже поставлена точка в дискуссиях о предоставлении учителям так называемых образовательных услуг. Это понятие исключено из закона об образовании, что в корне меняет отношение к педагогу, подчеркивает значимость, возвышенность его миссии. Также с 1 сентября в школах будут реализовываться единые федеральные образовательные программы. Педагоги смогут пользоваться специальным интернет-ресурсом, конструктором учебных программ, чтобы сократить время на их разработку. Традиционно на августовской педагогической конференции в преддверии нового учебного года коллеги собираются вместе, чтобы обсудить результаты работы системы образования района за прошлый год, проанализировать существующие проблемы и определить пути их решения, а также обозначить задачи на новый учебный год. С докладом об отрасли выступила начальник управления образования Надежда Седнева. Хочется отметить, что уровень финансирования отрасли образования в структуре расходов бюджетов очень высок. Более четверти всего республиканского бюджета распределяется на развитие образования, а в муниципальном районе эта доля вообще составляет более 72% от общих расходов муниципального бюджета. Большая часть бюджета отрасли идет на выплату заработной платы работникам образовательных организаций. В завершении совещания педагогов поблагодарили за труд, подчеркнули важность стоящих перед ними задач и пожелали хорошего учебного года. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В конце сентября в Тюмени пройдет финал конкурса «Учитель года России». На это звание претендуют 86 педагогов, победителей региональных этапов. Республику Коми представляет Денис Ануфриев, учитель гимназии при главе муниципального района Сосногорск. По словам преподавателя, участие в конкурсе оказало на него большое влияние. Это был своего рода такой толчок, который заставил задуматься о том, что я могу, и по-другому посмотреть на мою профессию, на то, что я делаю, и вообще, как подходить к преподаванию урока. То есть такая небольшая встряска. К следующему федеральному этапу мы готовимся активно, то есть недавно стала известна тема урока, мы рассматриваем всевозможные задания, как вообще он должен проходить, и чем мы можем удивить жюри, и в то же время сделать интересным для детей, которые будут там присутствовать. Денис Григорьевич – выпускник Коми Государственного педагогического института. Свой путь начинал в сфере среднего профессионального образования. Сейчас стаж Дениса Ануфриева составляет 9 лет, из них 6 он ведет классное руководство. Его предметы – математика, информатика, физика и астрономия. Преподаватель готовится не только к конкурсу, но и к новому учебному году. Те наработки, которые как раз таки использовались на региональном этапе, плюс я пересмотрел подход к преподаванию, то есть теперь уже плюс еще опыт других коллег, которые участвовали, то есть посмотрел и буду использовать уже в своей деятельности. Денис Григорьевич следит за развитием сферы образования, интересуется новыми методами. Профессия не стоит на месте, и нужно быть в курсе обновлений, считает педагог. Сосногорцы вместе со всей республикой болеют за земляка. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.